Улыбайтесь, занимайтесь спортом, читайте классику и учите стихотворение. Это лишь некоторые простые рекомендации, как сделать свою жизнь лучше, а значит стать счастливее. Так что, не теряя время, улыбнитесь. Вот возьмите и улыбнитесь. Да и утреннюю зарядку можете начинать делать прямо сегодня утром. Доброе утро! Это программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Тарасюк. А пока вы улыбаетесь или вспоминаете упражнения для зарядки, мы вам коротко расскажем о том, что нас ожидает в ближайшие 45 минут. Сегодня в утреннем эспрессо. Зависим ли мы от погоды? Советы профессионала против метеозависимости. Каждому читателю своя газета. Обзор прессы – надежный ориентир в море региональной печати. Здесь ждут вашего звонка. Горячая линия отвечает на вопросы телезрителей. Чудесные лилии. Как вырастить цветник в домашних условиях. Ваша кулинарная книга. Шеф-повар делится секретами мастерства. Только лучшие новинки кинематографа об искусстве большого экрана в арт-кино. Сегодня 5 апреля. И вот кто бы что ни говорил, но народная мудрость – это мудрость, проверенная веками. Да, проходит столетия, появляются новые технологии, меняется даже погода. То глобальное потепление, то затянувшаяся зима. Но при большом желании можно немного потрудиться и найти рациональное зерно. Итак, согласно народным представлениям, сегодня должен разрушаться снежный покров. Заметьте, сегодня снежный покров. Думаю, намек понятен. Ну и теплый ветер тоже в этот день не редкость. Кстати, даже к сельскохозяйственным работам еще пока с особым рвением не приступали, так как еще было достаточно снега. Одним словом, все нормально. И снежный покров, и погода. Но это народная мудрость. Более точные данные о погоде на сегодня дадут специалисты. Прогноз от синоптиков на 5 апреля. Для любителей хоккея с шайбой. Билеты на чемпионат мира 2014, который пройдет в Минске, начнут продавать в сентябре. Ранее предполагалось, что продажа начнется этой весной, но было принято решение, что билеты начнут продавать после нынешнего чемпионата мира в Швеции, который завершится в конце мая. Тогда и будет известно, какие команды и в каких группах будут выступать в Минске. Не останемся в стороне от одного из главных мировых спортивных событий следующего года. А о главных событиях в регионе со страниц печатных областных изданий в обзоре прессы наших корреспондентов. Вопросы к транспортникам были всегда. Вот и у читателей «Народной трибуны» они возникли, так как на прямой линии в редакции газеты телефон не умолкал. О чем спрашивали у руководства автопарка номер 1 Бреста и какие были даны ответы, узнаете из газеты «Народная трибуна». В очередном материале авторского проекта «Вандроўкі по натхненні» писатель и журналист Ростислав Бензирук рассказывает о встрече с правнуком русского писателя Льва Толстого Никитой Толстым. Об этом знакомстве рассказывает «Народная трибуна». Апрельские холода и слякоть грозят горожанам простудой, а сельчанам поздней посевной кампанией. Аграрии не исключают, что часть площадей под озимыми культурами придется пересевать. Оперативная обстановка на полях области на страницах «Вечернего Бреста».
Затянувшаяся зима внесла свои коррективы в тренировочный процесс гребцов-академистов. Как они тренируются в таких условиях и куда спортсмены отправятся после, читайте на страницах Пинского вестника. В автопарке номер 6 Микошевичей 5 новеньких 30-тонников пополнили изношенный парк транспортного предприятия. Это связывают с последующим увеличением объема перевозок и, соответственно, ростом заработной платы, пишет газета «Лунинецкие новины». На днях в Столине состоялось торжественное открытие офиса Столинского центра сельского развития. Подробности материала читайте в газете «Новины Полесья». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». А мы продолжаем утренний эспрессо. Весна – время перемен. Я думаю, пришло время поговорить о переменах в своем здоровье. Сегодня у нас в гостях врач-аллерголог, иммунолог Щуринова Ирина. Доброе утро, Ирина. Добрым утром. Ирина, сегодня хотелось бы поговорить о таком явлении, как метеозависимость. Вот скажите, это миф или все-таки реальность? Нет, это не миф, это реальность. И, в общем-то, это вполне нормальное явление. Ведь мы же видим, допустим, как растения меняют, ну, даже тот же подсолнух, направление за солнцем. Своего рода это метеозависимость этого вида. И точно так же человек, мы не можем быть ровными, такими, как столб. Мы обязаны немножко меняться. И, в общем-то, выделяют несколько разновидностей, не столько метеозависимости. Первое, 85% людей имеют не столько метеозависимость, как метеочувствительность. То есть, в принципе, это вариант нормы, когда при перемене погоды, перепаде атмосферного давления может как-то меняться самочувствие. То ли там слабость, сонливость, общее самочувствие такое. То есть это больше метеочувствительность. Меньшее количество людей имеет метеозависимость, но, в общем-то, их тоже немало, их очень много, и здесь тоже выделяют несколько групп людей. Первая группа – это люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов и астматики. Вот они очень чувствительны на перемену погоды. Они даже за день-два могут сказать: о, да, завтра там что-то, послезавтра что-то будет не так. Люди с психическими заболеваниями и люди, которые, в общем-то, тоже имеют какую-то вот хроническую накопившуюся усталость. Люди, которые перенесли усталость, черепно-мозговые травмы, вот эти вот, клиническая смерть, вот эти люди тоже очень мощно чувствуют перемену погоды. Вот это будет действительно уже метеозависимость. Ирина, скажите, пожалуйста, с метеозависимостью мы уже определились, что это достаточно явление такое реальное. А скажите, каковы наиболее яркие симптомы проявления метеозависимости? Ну, в общем-то, в легкой форме мы уже говорили, что слабость, сонливость, усталость. Дело в том, что в это время снижается насыщение крови кислородом, и отсюда вот эти вот симптомы. У людей, которые более ярко ощущают перепады давления атмосферного, могут быть подъемы давления, могут быть как депрессивные состояния, так и наоборот возбуждение, агрессивные. Опять же, обострение своих хронических заболеваний. Те же суставы начинают ломать, ныть. У астматиков это обострение астмы сезонные, как правило, вот как раз этот периоды совпадают. Ну и опять же, это психологические вот эти вот дискомфорты, дисбалансы. Но в целом метеозависимость – это приговор на всю жизнь, или с ней можно как-то бороться, ее можно как-то вылечить? Я думаю, что это стоит понять, принять и осознать. Есть еще один вид в метеозависимости – это метеоневрозы, когда это, ну, можно сказать, такие крайние степени проявления. А чем они отличаются? Ну, когда это, можно сказать, патологические, вот те же симптомы, только в более ярким проявлении. Это, как правило, группа людей, либо те, которые очень следят за прогнозом, вот этим вот погодным, либо же люди, которые трудоголики, которые 2 года без отпуска, производство без них рухнет, и вот потому что я должен и обязан всем. Вот это тоже будет такой вот момент. И если эти люди не осознают эти вещи, да и, в общем-то, те же хроники называются, то
Да, это будет серьезные проблемы со здоровьем в общем. То есть это давным-давно доказано, что вот в такие перепады, природные катаклизмы, повышается количество тех же инсультов, инфарктов и тому подобное. Но в целом вылечить можно метеозависимость? Понимаете, это не болезнь, чтобы лечить, это состояние, то есть образ мы боремся жизни. с симптомами, да? Ну, что мы боремся, на то и напоримся. Мы обязаны понимать свое тело, свой организм и понимать, как мы можем им управлять. А управление подобными вещами, ну, вообще-то это все тот же здоровый образ жизни. И на первом месте это стоит режим дня. То есть, если мы сами себе поломали режим дня, мы ложимся в час, два, в 4 часа в компьютерные игры, значит, конечно, этот человек будет метеозависим и очень сильно и серьезно. То есть обязаны мы ложиться спать до 10 вечера. Мы проснуться можем в 4 утра, в 5 утра и начать чего-то полезного лучше делать. Ну, или вы Ирина, мы с вами плавно перешли к вопросу профилактики. Да. Скажите, пожалуйста, а чтобы не страдать таким недугом, как метеозависимость, что надо делать, вот помимо режима дня, о котором вы уже упомянули? Режим дня и еще и большое значение имеет свое принятие, своя социальная адаптация, то есть качество своих эмоций. Потому что те люди, которые больше испытывают негативных эмоций, все им плохи, все им виноваты, все обязаны. Эти будут более чувствительны, чем те люди, которые взяли ответственность на себя за свои действия. Конечно, это режим сбалансированное питание, потому что те же сосуды, игра сосудов зависит от того, какие питательные вещества имеются в нашем организме. Если адекватное количество веществ, которые помогают хорошей регулировке тонуса, это магний, это белки, значит, и меньше будут они реагировать, эти сосуды, на перепады давления. А если человеку кофе с печенюшкой и поел раз, могу не раз в день, конечно, он тоже будет чувствовать более серьезно. Поэтому правильное питание – это и режим дня, это залог здоровья и профилактики абсолютно любых хронических заболеваний человека и не только. Ирина, огромное вам спасибо. Я думаю, что на этой положительной ноте мы можем еще раз посоветовать нашим телезрителям придерживаться правильного режима дня и, естественно, правильного рациона. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо и вам. А мы напоминаем, что сегодня утром у нас в гостях была врач-аллерголог-иммунолог Щуринова Ирина. О времена, о нравы. Китаец Ли Мэн уже 7-й год находится в интернет-кафе. Отходит от компьютера лишь на непродолжительное время, чтобы, к примеру, пойти в душ. Ночует он там же, в кресле. Интересно, что администрация кафе к Ли претензий не имеет, так как он исправно оплачивает свое пребывание, между прочим, деньгами, заработанными в интернете. Сложно сказать, когда он последний раз радовался солнечным лучам или общался с друзьями, но налицо все признаки зависимости. Об интернет-зависимости впервые заговорили порядка 20 лет назад. Но официально подобный вид зависимости пока не признан психическим заболеванием, хотя и сопровождается рядом серьезных расстройств. По миру открываются всевозможные клиники. Специалисты рекомендуют при первых признаках появления зависимости переключаться на другие хобби, проводить больше времени на природе или заниматься спортом. О Ли Мэне уже заговорили в мире, но пожелаем ему разносторонней и яркой, счастливой жизни и радости живого общения. А радость от решения проблем житейских можно получить, позвонив на горячую линию утреннего эспрессо. Доброе утро, Катя. Доброе утро. Продолжаем разбираться в запутанных житейских проблемах. Горячая линия в эфире утреннего эспрессо каждый понедельник и пятницу. Стаж работы Алексея Семеновича в организации 19 лет. Так получилось, что за 1 год утеряны лицевые счета работников фирмы. Поэтому при выдаче справки о заработке на начисление пенсии за этот год проставлены нули. Как быть в такой ситуации? Ведь из-за этого размер пенсии будет значительно сокращен, спрашивает мужчина. В вашем случае нужно подавать в суд заявление об установлении факта получения зарплаты в тот год, за который утеряны документы. При этом вы можете приобщить к делу в качестве
качестве доказательства любые документы, в которых указана ваша зарплата за тот период. Если никаких документальных подтверждений не осталось, вы можете просить установить размер зарплаты, соответствующий средней зарплате в вашем регионе и в вашей отрасли экономики за тот период. В результате ДТП погиб водитель, родной брат владелицы авто. Машина восстановлению не подлежит. Страховая сумма посчитана, однако выплачивать ее не торопится. С момента трагедии прошел почти год, но суд еще не вынес приговор. Водитель же второго авто жив и обслуживается в другой страховой компании. Есть ли возможность получить выплату за автомобиль до решения суда, спрашивает владелица машины. К сожалению, до решения суда никто вам деньги не выплатит, ведь если погибший будет признан виновным, то случай не будет считаться страховым и выплаты по нему не будет. Василий купил с рук по объявлению в газете бэушный компьютер за $160. Однако уже через день потребовал вернуть деньги назад, так как на компьютере не воспроизводились фильмы и не подключался интернет. К тому же от старого монитора болят глаза. Но бывший хозяин отказывается общаться и не берет трубку. В связи с этим Василия интересует, может ли он подать иск в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. На самом деле ситуация для вас почти безвыходная. Закон о защите прав потребителей здесь применяться не будет, так как вы два физических лица. К тому же вы видели, что покупали. Поэтому, если полюбовно договориться с бывшим хозяином не удастся, единственное, что вам остается, это самостоятельно принимать решение об использовании или ликвидации неудачной покупки. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Мы продолжаем искать ответы на ваши житейские вопросы. Делаем это вместе каждый понедельник и пятницу. До встречи! Спасибо Катерине. Ну а сейчас просто о фламенко. Страсть и гитара. Этот танец появился на стыке западной и восточной культуры и даже признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Повезло москвичам. Сегодня в российской столице проходит международный фестиваль фламенко. Для тех, кто не попал в Москву на фестиваль, надеемся, увидим эту феерию по телевизору. Кстати, фестиваль ежегодный и принимает для участия всех желающих. Поэтому, желающие, у вас еще есть время, чтобы постигнуть премудрости этого танца. Так что не теряйте время даром, обучайтесь фламенко. А сейчас в утреннем эспрессо немного истории в рубрике «Календарь». 5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный ими островом Пасхи. Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку. Вышли в Тихий океан и взяли курс на северо-запад, на 8-м месяце плавания. Сегодня остров Пасхи – территория Чили. 5 апреля 1938 года родилась актриса театра и кино Наталья Кустинская. Известность и любовь зрителей ей принесла роль Наташи в фильме «3+2». А съемки в многосерийной киноэпопее «Вечный зов» позволили раскрыть Кустинской талант драматической актрисы. В 1951 году в деревне Большая Лотва Ляховичского района родился Леонид Пеленевич, ученый в области порошковых материалов, доктор технических наук, заслуженный изобретатель СССР. Автор научных работ по исследованию и созданию материалов и изделий для очистки жидкостей и газов. В 1955 году Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии. Он вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик XX века. Находившийся у власти в течение правления 6 монархов, начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II, Черчилль был прекрасным дипломатом и политическим деятелем. В 1991 году сформирована авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Русские витязи». Уникальность группы состоит в том, что единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «Тяжелый истребитель», а также в том, что истребители являются серийными образцами.
первую неделю апреля мы как никогда говорим о пернатых. За окном по-прежнему зима, снег, холодно, и все же Брещина активно участвует в неделе птиц. Замечу, к акции могут присоединиться все желающие. Вот что вы знаете о птицах? А ведь это крайне интересный и удивительный мир. Татьяна Болтуть восполнит проблемы в знаниях и объяснит, где в Бресте о пернатых братьях можно узнать больше. Традиция празднования недели птиц на Брещине поддерживается уже не первый год. И если раньше такие праздники рассчитывались исключительно на детей, то теперь к их проведению активно подключаются взрослые. Совсем скоро уже будут подведены итоги лучшего домика для птиц, которые дети строили вместе со своими родителями. А для тех, кто решил это сделать впервые, проводился мастер-класс. Кстати, специалисты говорят, стандартного домика для всех не существует. Наиболее универсальная конструкция, наверное, известна как скворечник с советских времен еще. Однако тут есть тонкость. В основном, кто заселится в этот домик, зависит от диаметра литка, то есть входного отверстия. В данном случае мы строим домики с диаметром литка 3 сантиметра. Это подходит для синиц. Кроме того, какие-то птицы не любят солнечный свет, какие-то птицы любят, чтобы светило солнышко. Поэтому домики для каждых разные. Многие дети посещают кружок «Юный орнитолог», поэтому они, как никто, знают, чем сегодня помочь птицам. Подсыпать им зерна, чтобы они кушали. Надо делать зимой кормушки и синичники разные, скворечники. Надо там, деревья не вырезать там. А в связи с предстоящей Пасхой большую популярность получил также мастер-класс по изготовлению писанок. Тут же представлена и их выставка. Как из частных коллекций, так и из фонда музея. С середины 19 века до сегодняшнего дня. Все мы традиционно считаем, что писанка – это пасхальный дар. Но, кажется, это древняя славянская традиция. Писанки раскрашивали, птичьи яйца, как знак возрождения жизни, наступления весны. Акции будут проводиться на протяжении всей недели. Местом проведения одной из них станет курилка Брестского университета имени Пушкина. В этой акции будут привлекаться все курильщики в помощь. Они будут помогать строить домики для птиц. Будут приглашаться помочь в строительстве, забить гвоздик и внести в свой вклад в создание квартир для птиц. Неделя птиц – это возможность для каждого из нас внести свой вклад в дело охраны пернатых или просто научиться замечать красивое. Чтобы день удался еще с утра, наверное, стоит поговорить на красивые темы. Итак, сегодня утром мы поговорим о прекрасном, поговорим о цветах. У нас в гостях Диана Бунас, цветовод. Диана, доброе утро. Доброе утро. Диана, весна – время, когда производится, наверное, основная посадка растений. Вот скажите, есть какая-то специфика весны для цветовода? Цветовод с нетерпением, конечно же, ждет весну, потому что зима очень долгая, холодная. Очень хочется побыстрее встречи со своими растениями. И за зиму мы запланировали какие-то посадки, поэтому уже хочется быстрее, конечно, начать сажать, копать и увидеть, как просыпаются наши растения. Наверное, исходя из погодных условий, пока еще рано высаживать какие-то растения во дворе там или у дома, но всегда мы можем заняться цветоводством дома. Скажите, вот вы отдаете предпочтение каким растениям? Я больше люблю садовые растения, луковичные, ну и, конечно же, розы. Это растения, которые любят все абсолютно, без исключения. Но очень-очень при этом еще люблю ранние весенние луковичные. Это тюльпаны, нарциссы, крокусы, и следуют за ними лилии, которые продолжают весеннее цветение тюльпанов. Начиная от начала лета, от июня месяца и до августа продолжают цвести, нас радовать в саду. Диана, я приоткрою небольшой секрет нашим телезрителям, тем более, что мы видим великолепную лилию уже у нас в студии. Вы обещали с нами поделиться секретом, как высадить лилию в домашних условиях. И вообще, возможно ли это? Как видим, что это возможно. Возможно, да. Это возможно, интересно и, в общем-то, абсолютно несложно. Мне кажется, любой человек, даже ни разу не занимавшийся посадками, может это сделать. Например, дети могут порадовать своих мам, и можно выгнать лилии и заставить их цвести даже к 8 марта, например.
Как это сделать? Ну вот, для начала нам нужно приобрести посадочный материал. Это вот луковицы лилий. Это есть луковички лилии. Да. Вот они уже проснулись, они уже с росточками, они уже готовы стартовать и цвести, радовать и пахнуть. То есть нужно взять луковички лилий, посадить их в горшочек, обязательно при этом какой-то дренаж на дно, потому что все луковичные очень не любят застоя влаги, излишней влаги. Вот. И засыпать землей, в общем-то, и ждать цветения. Но для начала нужен холодный старт обязательно, чтобы росли корешочки, они у нас не выносят жары. Поэтому нужно какие-то условия предоставить им близкие к природным. Когда лилия просыпается весной, еще достаточно прохладно, почва холодная, и корешочки у нее образуются в прохладе. Таким образом, надо постараться дома создать какие-то наиболее близкие условия к естественному. Да, как будто она у нас растет на улице. Это может быть холодильник какой-то или прохладный подоконник, какая-то веранда или балкон застекленный. И когда уже росточек у нас появился на поверхности почвы, мы можем его тогда переставить уже на обычный наш подоконник, на достаточно теплое солнечное место, освещенное солнцем или просто светлое. И все ждать, в общем-то. И можно скорректировать время цветения лилий. Для этого нужно знать, к какому виду относится наша лилия. Если это азиатский гибрид, то от момента появления ростка до цветения проходит где-то месяц. То есть мы можем посадить за месяц до нужного нам срока эту лилию, и она расцветет к нужной нам дате. А вот этой лилии сколько времени уже? Как давно вы ее посадили? Эту лилию я посадила 20 марта. То есть, в общем-то, месяц. Это азиатский гибрид. Да, то есть конец апреля, где-то 20-25 апреля. Она уже такая хорошенькая выросла. Уже бутончики у нее видны, да. То есть очень скоро она порадует меня цветением. Притом это специальная лилия, именно предназначенная для выгонки в горшке, потому что она низкорослая, она генетически низкорослая. Вот. Но можно точно так же любую абсолютно лилию, но просто учесть то, что восточные гибриды лилий зацветают на месяц позже азиатских. И поэтому и высаживать ее желательно раньше. Скажите, а лилия в домашних условиях, помимо того, что вот мы уже поняли, как ее необходимо высаживать в домашних условиях, она требует какого-то особого ухода за собой? То есть насколько капризен этот цветок? В общем-то, сильно специфического ухода никакого нет. Просто изредка поливать, то есть главное правило лучше не долить, чем перелить. То есть изредка увлажняем почву и подкормки. Обычные, универсальные, органические, минеральные, то есть, в общем-то, обычные какие-то подкормочки. Можно по листьям, можно в почву при поливе добавлять. Где-то раза 2-3 в течение до цветения можно это сделать. И затем, когда лилия цветет, просто оставить ее в сторонку и про нее забыть. Не поливать. И желательно, конечно, высадить ее все равно в сад, потому что все-таки это садовый цветок. Когда потеплеет. Да, когда, если она зацветет в апреле, на 2 недельки будет цвести, смотря сколько вот бутончиков на этой лилии, больше десятка получается, на недельки 2-3 она подцветет. И затем уже как раз время будет такое, что можно ее высадить в сад, и в следующем году она, как обычно, когда ей придет пора, зацветет в саду. Диана, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились кусочком весны. Мы еще раз хотим напомнить нашим телезрителям то, что можно приблизить приход весны, как минимум у себя дома, появлением вот такого чудесного цветка. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А мы напоминаем, что сегодня утром о том, как посадить лилию дома, мы говорили с световодом Дианой Бунас. С одной стороны, есть огромный плюс в том, что сама погода шепчет нам о том, что пока рано снимать теплое пальто. Для тех, кто следит за фигурой, еще есть время позаботиться о себе. Начнем с главного. Прежде чем выбрать себе диету, даже если она помогла всем подругам и собирает тысячи положительных отзывов в интернете, проконсультируйтесь с врачом-диетологом. Специалисты говорят о том, что весной менять рацион следует с особой осторожностью. В любом случае,
за редким исключением, никому не помешают свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и морепродукты, к примеру, морская капуста. А вот сладкое стоит ограничить. Ну, если очень хочется, то можно добавить сухофруктов или заменить торты и конфеты на мармелад и зефир. Не забывайте и о витаминах. И помните, любите себя. Даже самое доброе дело можно довести до абсурда. Еще раз напоминаем, любая смена рациона должна происходить после консультации с врачом. А вкусную и здоровую тему продолжит шеф-повар ресторана «Эрмитаж». Доброе утро! Ваши дети капризничают и не хотят есть завтрак. Приготовьте для них что-нибудь оригинальное. Например, сладкую рисовую кашу с бруснично-клюквенным соусом. Меня зовут Гринин Иван, шеф-повар ресторана «Эрмитаж». Для этого блюда нам понадобится брусника, клюква, сливочное масло, сахар, кокосовое молоко, рис и обычное коровье молоко. Начинаем готовить. Возьмем 3 столовые ложки риса. Немного кокосового молока, я думаю, что 1 столовую ложку. Наливаем приблизительно стакан коровьего молока. Варим рис в течение 20-30 минут, чтобы он набух и раскрылся. Рис наш практически сварился. Советую добавить 2-3 чайные ложки сахара, чтобы наш рис стал сладким. Наш рис готов. Ставим его в сторонку. Для подготовки соуса нам понадобится сковородка. Добавляем немного сливочного масла. Масло должно полностью растаять на сковородке. Добавляем бруснику. На 1 порцию нам понадобится приблизительно ложка брусники, ложка клюквы, сахара 2-3 чайные ложки. Если вы будете готовить рисовую кашу для себя, а не для ребенка, я предлагаю вам добавить немного коньяка и сделать фламбе. Фламбе выглядит таким образом. Добавляем коньяка. Я поджег коньяк, чтобы ушел алкоголь и остался только аромат. Наш соус готов. Осталось только выложить. Выкладываем нашу рисовую кашу. Мы добавляли в нее кокосовое молоко, чтобы придать пикантность и неповторимый вкус нашему блюду. Сверху выкладываем соус. Он немного закарамелизовался, что нам и нужно было сделать. И украшаем веточкой мяты. Сладкая рисовая каша с клюквенно-брусничным соусом готова. Такой завтрак порадует не только ребенка, но и взрослого. С вами был Гринин Иван, шеф-повар ресторана «Эрмитаж». Приятного аппетита! А теперь добавим немного весеннего настроения старым добрым кино. Помните советский фильм «Весна» 1947 года? Это лента о знакомстве режиссера Громова с жизнью ученых в Институте Солнца. Был снят тогда еще в Чехословакии. Кстати, блистательная Фаина Раневская, примеряя шляпку, в этом фильме произнесла небезызвестную фразу «Красота – страшная сила». Так что, милые дамы, все дело в шляпке. А если вы пересмотрите этот фильм еще раз, вы обязательно обратите внимание на слова, уже давно ставшие крылатыми. Где бы ни работать, лишь бы не работать. Но работать все-таки стоит. Между прочим, «Весна» Григория Александрова стала первым фильмом, где появился логотип Мосфильма с изображением скульптуры «Рабочий и колхозница». Теперь вы об этом знаете. Но отвлечемся от ретро. Сейчас о новинках кинематографа расскажет Екатерина Гараева. Доброе утро! Новое, хорошо забытое старое. Спустя 20 лет появилась возможность увидеть парк юрского периода на большом экране кинотеатра в формате трехмерной реальности. У меня есть остров, недалеко от Коста-Рики.
5 лет я создавал нечто вроде биологического заповедника. Классический фильм Стивена Спилберга обретает новые краски и объем в формате 3D. Обеспеченный профессор организовывает на острове у побережья Коста-Рики парк развлечений, который вот-вот должен открыться. Гвоздь программы – настоящие динозавры. Но по вине коррупционного работника случайно нарушается система безопасности, и доисторические животные вырываются на свободу. Фильм Стивена Спилберга завоевал 3 премии «Оскар» и в свое время собрал в мировом прокате почти $1 миллиард. Ну, сейчас эта цифра должна заметно увеличиться. Кстати, летом следующего года состоится премьера 4-й части фантастической ленты о динозаврах. Правда, Стивен Спилберг выступит лишь продюсером, а режиссером будет Колин Треворроу. Так что компания еще одним релизом хочет напомнить о фильме и подогреть интерес к доисторической теме. Фильм Стивена Спилберга. С тематическими парками всегда так. Но, Джон, если ломаются пираты Карибского моря, пираты не пожирают туристов. Вы никогда это не видели на большом экране. Размер всегда имеет значение. Замри! Неплохо бы поторопиться. Парк юрского периода 3D. Вторая кинопремьера на этой неделе – драматический криминальный боевик «Одним меньше». Месть. Я никогда не задумывалась о ней. Но увидев тебя, я приняла решение. Захватывающий криминальный боевик рассказывает о человеке, пришедшем в жестокий преступный мир не по своей собственной воле. Его зовут Виктор, и он является правой рукой лидера преступной группировки из Нью-Йорка, который доверяет ему безоговорочно. Но Виктор имеет за плечами драматическую историю, после которой он и стал участником криминального синдиката. Мафия уничтожила его семью, и теперь его главная цель в жизни – это отомстить и жестоко наказать всех виновных. В этом ему помогает таинственная девушка по имени Беатрис. Хороших вам выходных и приятного просмотра! Вспоминая одного из поэтов современности, хочется еще раз напомнить, что лучше отдавать предпочтение хорошему кинематографу. Надеемся, мы вам помогли с выбором. Наверное, это тоже может попасть в список рекомендаций по улучшению жизни. Кстати, наши корреспонденты решили перейти к практике и обратились к брестчанам за советом, как стать счастливее. Слушайте внимательнее, быть может, именно сегодня кто-нибудь обратится и к вам за таким советом. Как сделать свою жизнь лучше? Может, работать надо лучше, вообще относиться к другим как-то лучше надо. Во-первых, нужно знать, что ты хочешь в этой жизни. Естественно, как нормальный человек ставишь цель, и ты добиваешься. Я считаю, что если человек целеустремленный, знает в жизни, что хочет, он всегда добьется того, чтобы ему жизнь действительно была лучше. Начать самообучаться, самообразовываться, читать побольше книг, ездить на разные тренинги к успешным людям, и тогда будет жизнь налаживаться в более успешную сторону. На самом деле это выбор каждого человека. Каждый может решать для себя по-разному. Может, у кого-то там связи или еще что-то. Надо задаться целью. Все. Если хочешь что-то такое купить за деньги, значит заработать денег. Трудиться, учиться. Учиться и учиться.
Стараться. Тоже так думаю. Учиться, улучшать себя, заниматься каким-то. Совершенствоваться. Да. Относиться хорошо к близким, любить, и тебя будут любить. Вот и жизнь лучше. И двигаться. Я отучусь хорошо, буду стараться, по крайней мере. Буду слать Богу буду за всю свою жизнь, то, что я могу жить, то, что родился. По-православному друг к другу относиться. Богатство не делает людей несчастливыми, наверное. Конечно, плохо, когда нищий, плохо. Надо, чтобы жилье было, по образованию, как я говорю, по нашему образованию. Но во всяком случае, все, чтобы делалось по-божески. Надо самому стараться, тогда все получится. У каждого свои пути. Не знаю, как вы, а я все-таки постараюсь что-нибудь из этого применить на практику, но продолжаем нашу программу. Мы потихоньку выбираемся из минусов на наших термометрах. Что ж, поздравляю, как говорится, положительная динамика очевидна. А вы знаете, давненько не слышно сообщений о глобальном потеплении. Ну да ладно. Итак, о погоде на выходные. В среднем температура будет чуть выше нуля. В субботу до 4, а в воскресенье до 6 градусов тепла. В субботу утром особо внимательным стоит быть всем участникам дорожного движения. Ожидается туман и даже дымка. Временами на выходных пройдет мокрый снег, но периодически будет выглядывать солнце. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Так что все еще вооружайтесь теплым шарфом от капризной погоды и зонтиком от мокрого снега. А о погоде на сегодня расскажут синоптики. И напоследок есть еще один нехитрый способ сделать свою жизнь интереснее. Учите по одному иностранному слову каждый день. Это несложно, а за год таких слов в вашем личном словаре наберется больше 300. Вот, к примеру, я сегодня узнала, как по латыни звучит пожелание «с любовью», а звучит оно как «con amore». Так вот, пускай у вас сегодня все происходит con amore, да и не только сегодня. Приятного продолжения дня, счастливых выходных. Это была программа «Утренняя эспрессо». Меня зовут Вероника Тарасюк. Увидимся на следующей неделе.